первый открыватель Казахстана, первый, первый акционер Казахстана. Сейчас, в данный момент, надеюсь, все здесь партнеры, если есть новички, которые только подключились или вообще еще не подписались, тоже скажите, хорошо, чтобы мы знали. Теперь смотрите, почему я выбрала Хуаге Лимон. С этого начнем. Я вообще сетевик с 15-летним стажем, я чисто оффлайнщица, никогда онлайн я не работала, но сейчас в данный момент благодаря Лимон я хоть начала уже Zoom вести, потому что очень много народа просит, чтобы я вела обучение, но, к сожалению, я никогда этого не делала до этого. У меня всегда все обучения проходили оффлайн. Я ездила по всем городам, хоть в СНГ, хоть там в Россию, хоть в Узбекистан, но всегда ездила. Теперь Хуаге, Лимон, в чем разница у нас с сетевыми компаниями, да? Многие вот этот вопрос мне задают. Вот почему я начала этот Хуаге. Я работала 15 лет в сетевых компаниях. Первая компания у меня была классика маркетинг Фаберлик, да? Благодаря этой компании я научилась вообще, как с людьми работать. Там были у меня классные наставники, которые меня научили вообще, что такое сетевой. И потом у меня началось, сейчас у меня ремонт здесь идет, поэтому не обращаем внимания. Потом у нас, на искренне слышишь? Потом у нас началось, я работала в следующей компании, бинарная компания. Оказывается, в бинарных компаниях очень хорошо деньги зарабатывать. Мне было интересно это в первое время. Но потом я уже поняла, что здесь бинарные компании вообще работают только 2-1,5 года максимум, да, и они всегда закрываются, потом новые открываются, там и название компании меняют, и все. И опять так же, там чуть-чуть по маркетингу поменяют, и опять открывается. И каждый раз вот так, я думала, ой, блин, что такое? И потом уже начала искать сетевую компанию с пассивным доходом. Первый мой запрос был на это, сетевая с пассивным доходом, потому что мы лидеры, которые работают во многих компаниях, и в этих компаниях, конечно, мы набираем очень много людей, очень. И, к сожалению, те лидеры, которые сделали автобонусы, квартиробонусы, да, статус вице-президент, скажем, да, в других компаниях, но, к сожалению, у них нет пассивного дохода. Мы говорили до этого всегда пассивный доход – это те доходы, которые мы зарабатывали благодаря командой, да. Оказывается, пассивный доход должен быть так, что мы вообще не делаем ни PV, ни CV, не приглашаем людей, вообще ничего не делаем, но зарабатываем. И вот это и называется пассивный доход, да, который стабильно, как пенсию получает, да, стабильно, такой же должен быть вообще пассивный доход. Но мы первое время это не понимали. Мы думали, да, мы там команду набрали, все, команда работает, оказывается, мы получаем пассивный доход. У меня тоже первое время мнение такое было. Но потом я начала изучать все сетевые компании. Мне многие компании по СНГ вообще не понравилось, потому что ни у одной компании нету пассивного дохода. Потом я начала изучать за границей сетевые компании. Благодаря Вьетнам я вообще нашла этот маркетплейс. Не наш Лимон, а вообще суть маркетплейса, как она работает, в чем она связана, как там люди получают пассивные доходы. Я искала там сетевую компанию с пассивным доходом, но встретила, ну, я знаю, что мне Аллах прям дал вот эту мужчину, да, я даже его телефон не взяла. Сейчас вот думаю, почему я хоть телефон не взяла. И я к нему зашел в кабинет и говорю, я ищу сетевую пассивным доходом. Он на меня смотрит, говорит, нет, вы определитесь, вам сетевая компания нужна или пассивный доход. Ну, мы с переводчиком разговариваем. Он говорит, у меня спрашивают, я говорю, ну я же вам говорю, сетевая с пассивным доходом. И он смеется, говорит, такого не бывает. Если вы ищете сетевую компанию, в сетевых компаниях у вас никогда не будет пассивного дохода, потому что вы там связаны с PV, с CV, с баллами, да? Вы там связаны с людьми на всю жизнь. Поэтому почему вы думаете, те люди, которые в других сетевых компаниях выходят на громейшие статусы, которые вице-президент или президент, и оттуда же уходят в другую компанию? Но эти же люди не тупые, у них нет дохода, да, у них есть погоны, статусы классные, но у них нет дохода, из-за этого лидеры уходят в другие компании. Я говорю, да, у нас тоже так же, говорю. А у вас, что вы предлагаете, говорю? Ну, получается, у вас тоже во Вьетнаме так же, да, как у нас, нету пассивного дохода? Он говорит, нет, у нас есть пассивные доходы, но не в сетевых. Сетевой – это и есть сеть, там всю жизнь надо работать, все, хоть 70 лет, хоть 100 лет. А вам, если пассивный доход, а почему вы не рассматриваете систему маркетплейса? Он мне так сказал, ну,
Marketplace у меня понятие было, да, это тему Pinduoduo, Wildberries, у меня сразу понятие стало, надо продавать товары. Я говорю, извините, я не умею продавать товары, потому что я 15 лет сетевых, я никогда не продавала даже сетевые маркетинговые товары, потому что я знаю, что в сетевом можно любое говно продать. Это понятно, да? Поэтому я говорю, я никогда не продавала, и я не умею вообще продавать товары. И для этого мне нужно открывать магазин, чтобы продавать товары. Он говорит, нет, а почему вы думаете, что marketplace это то, что надо продавать товары? Я говорю, ну не знаю, у нас в Казахстане есть тему Pinduoduo, Озон, да, и Валберс, но я знаю, что там люди закупаются товарами и также продают. Я не видел, чтобы там люди зарабатывали там просто пассивный какой-то 100 тысяч тенге, да, приглашая людей или какие-то доходы, чтобы у них было. Он говорит, ну я не знаю, как у вас. Например, у нас в маркетплейсах люди зарабатывают хорошо. У них прям в день падают деньги от раздачи ссылки, и те люди, которые сделали как в сетевых статусы, да, по-нашему это акционеры, да, они уже получают дивиденды свои. Я говорю, давайте мне опять все сначала объясните, и он начал мне объяснять, что, как вообще он начал маркетплейс, да, и как система маркетплейса вообще работает за границей, в Америке, да, в Европе, как вообще там система строится. Он все это объяснил, мне так сильно понравилось. Я говорю, классно, а вы можете показать кабинет, говорю? Может, мы, наверное, не знаем, может, тема Пиндода также работает, а мы, наверное, не знаем. Я вот так подумала. Потом он мне показал кабинет, ну, такой же лимон кабинет, не Хуагай, а кабинет лимон. Там продукции очень много, и там доход, заработная плата, и туда нажимаете, там в день, как у нас точно так же, в день у них падают деньги. И он показывает, в день у него 5000 долларов, 20 тысяч долларов, это в день. И он мне говорит, ну, для Казахстана это нормальные деньги? Я говорю, ну, здрасте, это не в день. Даже если это в месяц будут такие деньги платить, для нас пассив это классные деньги, говорю. Мы пашем, мы работаем, говорим. И то такие деньги у нас в месяц иногда не выходят. Ну, у лидеров выходит, у многих нет. И он говорит, нет, почему? У нас вот, я, например, вообще не приглашаю людей, я не занимаюсь как сетевой, я здесь не продаю товар. Мне здесь поступает за партнерство, которое я раздала когда-то ссылки. У них, оказывается, это закончилось 2 года назад, закрылось уже. И раздача ссылки благодаря он зарабатывает деньги. Я говорю, блин, как классно, говорю, подпишите меня, сколько тысяч долларов надо подписаться, чтобы я могу забрать в Казахстан, говорю. Он говорит, и смеется, говорит, Назим, вы до сих пор меня не поняли, я не могу вас подписать, у нас нету подписки, потому что она закончилась 2 года назад, понимаете? Я тогда суть где-то понимала, где-то не понимала. Вот сейчас я вам хочу из этого сказать, вот сейчас у нас у всех есть 2 кабинета, это Хуагэ кабинет, который мы подписываем людей, набираем партнеров, да, и зарабатываем классные деньги. Второй кабинет – это Лимон Маркетплейс, который мы еще не начали в Казахстане, да, в России еще не началось, только начинает сейчас тестирование в Кыргызстане. Только вот эти 2 кабинета у нас точно так же, оказывается, и у них было. Завтра, когда у нас 31 декабря 2027 год, может, даже пораньше закроют, да, когда наберется партнеры, столько нужно, да, по лимиту, и когда закроется маркетинг, у нас кабинет Хуагэ уже не будет. Вот это поймите. И тогда, когда, как в Вьетнаме, я захотела подписаться, точно так же люди, когда уже осознанно поймут и хотят сделать регистрацию, они не смогут. У нас кабинет Хуагэ не будет. Ее вообще не будет, понимаете? И у нас только останется Лимон Marketplace, который мы будем получать деньги от раздачи ссылок, и акционеры будут получать свои дивиденды. Да? Вот здесь я специально вам рассказываю, чтобы вы поняли, понятно, да, всем? Теперь смотрите, я когда вот это все услышала, я была в восторге от этой компании. Я что сделала? В первую очередь прилетела себе в Казахстан, сразу начал ходить в тему Пиндода. Я тогда узнал, что тема Пиндода, оказывается, президент один и тот же человек. До этого я, например, не знала. Я всегда говорила, ой, тему да, доставка бесплатно, Пиндода там доставка платить надо еще, там, но это то все. Мы сравнивали. Оказывается, один и тот же президент у них. Потом я начала к ним говорю, я хочу стать партнером, как вот за границей становится, я хочу получать дивиденды, сколько тысяч людей надо пригласить, я приглашу, говорю, сколько что надо делать, вы скажите, говорю, я сетевик, я им объясняю, они мне, на меня смотрят, говорят, ну, извините, вы, наверное, неправильно поняли, у нас нету такого.
Я говорю, как нету? Я знаю, что есть, вы просто сами не говорите про это. Ну, понятно, да? Я их не понимаю, они меня не понимают, и там у нас разногласие началось. Я говорю, вот вы сами тоже ничего не знаете, и это сидите, говорю, китайцам работаете. Потом нашла электронную почту Валберс, писала туда письмо, я хочу стать партнером, то все. Они мне целый договор отправили, целый этот, что я должна вложиться, там, 3 миллиона чем-то тенге, что-то такое, то все. Он начал мне все объяснять. Я говорю, нет, я не хочу открывать ПВЗ, я хочу получать дивиденды. Как за границей люди работают, я точно так же хочу пассивный доход получать. И так и, короче, мы друг друга опять же не поняли, этим тема закрылась. Вот так я начала искать маркетплейс пайсинга, к сожалению, я не нашла. Вообще не нашла, потом у меня все, я уже депрессия, апатия, вообще ни в какую сетевую не хочу, потому что уже у меня осознанность появилась же, уже я поняла, что я, если даже буду хоть 40-50 лет работать в сетевых, что у меня никогда не будет пассива. Она будет, когда я буду там бегать 24/7 по всей команде, да, со всей командой. Если я уже все, меня нету, все, уже команда не работает, и у меня никаких денег нету, да. Ну, все знаете уже. Я уже начала все, говорю, я ни в какую сетевую не пойду, и я вот так искала маркетплейс почти 8,5 месяца. К сожалению, тоже не нашла, долго сидела дома, у меня депрессия полная, меня приглашают в разные сетевые компании, в разные матричные компании. Я никуда не хожу, потому что я уже осознанно стала, да, смотреть на сетевые компании. И вот так в один миг я прям вот не знаю, как получилось, 3 дня прям попросила у Аллаха дать мне какой-нибудь проект, который связан с маркетплейсом, что я хочу ее, буду продвигать, я обещаю, что буду начинать ее. Я столько обещаний дала Аллаху, я вам скажу, да, честно, что я не ожидала, что я найду ее. Понимаете? У меня не было ожиданий, просто было желание. Я вот это просила каждые 3 дня, я всю ночь, наверное, вот так просила. И в один миг звонит женщина, которая, ну, мы с ней так слегка общаемся, не такие прям сильные подруги, и она мне говорит, Назин, что случилось, что дома сидишь? Я говорю, я ищу маркетплейс, система дивиденда, хочу получать пассивный доход. Ну, хоть ссылку раздавать, но пассивный доход хочу получать. И она говорит, ну ты что, дура, что ли? У нас нету такое. Что ты придумала? Такое вот то, что сейчас ты сказала, говорит, я слышала в Кыргызстане. Когда мне сказали насчет этого, я ей тоже точно так же сказала, ты что гонишь, нету такое? Что, в эту дурню веришь, что ли? Она, оказывается, точно так же сказала и это той женщине, которая в Кыргызстане. И я говорю, дай мне ее номер, который именно про компанию, которую тебе сказал. Хоть думала себе единомышленника найти. И здесь она говорит, ну, сетевик же все-таки, она говорит, давай, Назим, мы к тебе позвоним, и пусть она тебе объяснит. Я говорю, ладно, хорошо. Потом я начала ждать, они мне в 11 ночи звонят. Первый, оказывается, они искали, попросили Рахат Ханым, который самый верхний наставник, который первый открыватель СНГ, первый акционер СНГ в данный момент, да, наш верхний наставник, они попросили ее, чтобы они дали мне презентацию, что лидер какой-то хочет услышать, что у него вопросы столько, что человек должен отвечать на все вопросы. И они попросили Рахат Ханым, Бегаим Ханым начали мне через видеозвонок объяснять всю презентацию делать. Я говорю, все то, что они сказали, точно так же, как во Вьетнаме. Я говорю, все это я знаю, я поняла. Знаете, суть говорю, мне интересно, когда у вас в Кыргызстане эта компания открылась, во-первых, во-вторых, эта компания вообще в дальнейшем как будет работать? Она не закроется, как наши сетевые компании, говорю. Она говорит, Назин, знаешь, у нас она уже год больше работает, слава богу, у нас 13 акционеров в Кыргызстане, и мы работаем очень классно, и мы верим в эту компанию. Когда они мне про это рассказали, я говорю, 13 акционеров, как это? Я удивилась, потом телефон уже все бросила, утром встала, мужу говорю, полетим в Кыргызстан, я хочу своими глазами увидеть их кабинет, потому что я же видела, как это в Вьетнаме, да? Задать там же вопросы и встречу устроить с президентом. Мы полетели в Кыргызстан, мы там встретились со всей командой кыргызстанцами, они очень классно нас встретили, спасибо всем кыргызстанцам, не посмотрели на конкуренцию, они сделали для меня отдельную презентацию, все объяснили, да, все показали. И я тогда сказала, вот 13 акционерам говорю, можно пока посмотреть кабинеты?
ну, чтобы удостовериться. Они сразу же показали, спасибо им, и я там посмотрела, там в день поступает $50, $100, да, $300, $500, это в день. Когда я это увидела, я сразу себе уже подумала: если даже в день зарабатывать просто так $200, это же 100 тысяч тенге по-нашему, это же классные деньги. 100 тысяч, да, компания, они зарабатывают в месяц 100 тысяч тенге, и то рада. Я говорю, блин, как классно. Я уже говорю, мне надо встретиться с президентом, переговорить. Потом они у меня устроили встречу с президентом. В тот момент он был в России. Я 2 дня ждала в Кыргызстане. Оказывается, он открывает тогда Россию в офисе. И по документам он прилетел, потом мы с ним встретились. Я задал ему очень много вопросов. Он на все вопросы мне ответил классно. Он сказал вообще суть работы, все показал по своему ноутбуку. У него планы на 15 лет. э, Он мне показал вообще, что он планирует, да, как что надо делать. Все это, когда я увидела, я прям точно так же, как во Вьетнаме, что услышала и у него, да. Мне очень понравилось. Я говорю, у меня просто один вопрос непонятный, говорю. Почему в Кыргызстане она работает год и есть 13 акционеров, а почему у нас в Казахстане всего лишь 2 часа с Алматы до Кыргызстана? Почему у нас в Кыргызстане, а в Казахстане нету акционера, говорю. Или есть? Он говорит, нету. Но у вас есть подписка 300 чем-то человек, говорит. Ну, там кыргызстанцы подписывали через онлайн, некоторые своих знакомых, 300 чем-то человек, но, к сожалению, у вас нет в Казахстане результата. Я говорю, я открою результат, говорю, но, пожалуйста, откройте для нас офис в Алмате, потому что если в Алмате не будет офиса, да, хоть в Астане, в Алмате, мне люди не поверят, говорю. У нас вообще привилегия, вот такой психология у нас людей, говорю, в Казахстане так, они в первую очередь, когда мы даем маркетинг, они всегда говорят, а где у нас головной офис? Если я скажу, что у нас нету, не открылось, люди мне не поверят. Он на меня смотрит, говорит, Назин, знаешь, вот сколько людей из Казахстана приезжали, оказывается, приезжали и до меня, они все приезжали, тоже все горы обещали, говорят. И знаете, вы давайте лучше покажите результат. Если надо, мы вам откроем офис. Э, Я, когда об этом услышала, я говорю, я первое время не понимала, почему эти люди не стали акционерами. Потом я суть поняла, они просто суть не знали этой работы. Они как сетевой посмотрели и как сетевой ушли в компанию. Потом я говорю, вы знаете, я вот это маркетплейс ищу 8 месяцев. Я не могу, говорю, ждать. Вы дайте мне задание. Если я это выполню, вы мне откроете, давайте договоримся, вы мне откроете офис в Алмате. Он посмеялся, говорит, ну давай результат покажешь, ну 150 человек, если ты подпишешь под себя, да, покажешь результат, мы откроем офис в Алмате. Я говорю, все хорошо. И так, не знаю, как получилось, но за 3 дня в мою команду, благодаря команде, спасибо да, большое, 184 человека, я всего лишь пригласила 11 человек. С этих 11 человек, сейчас у нас, слава богу, 10 тысяч человек уже есть, да, и благодаря этим людям у меня в команде за 3 дня добавилось 184 человека. 184 человека я сфоткала, отправила президенту. Он сказал, все хорошо. И в апреле, у нас конец апреля, начало мая, нам открыли большой офис в Алмате. В данный момент работает, все как положено. И когда мне открыл офис, я уже начала доверять президенту. Но первое время, я сразу честно скажу, у меня был страх, если, не дай бог, закроется, это же все равно ответственность большой, не дай бог, там что-то неправильно сделают, не дай бог, деньги там не могут, ну, могут не отдадут, да, мы же не знаем. У меня первое время тоже был страх. Но потом, когда он открыл офис, когда он все это сделал, еще за офис оплачивали в месяц 8 миллионов тенге, первый офис, да, у нас был большой, я ему уже начал доверять. Потом через уже с этого дня я уже всем начала прям, да, нет, следующий, всем говорить. Вам сейчас очень легко, потому что сейчас у вас есть очень много акционеров, которые про это рассказывают. Сейчас ТикТок, онлайн, очень много информации. В тот момент я была одна, у меня в кабинете нету ни нормального деньги, да, чтобы показывать. Я всего лишь 2 личника себе подписала. У меня нету товара, нету офиса. Я всем подходила, говорила про китайца, который никто не видел, и сама, которую увидела только 1 раз. Например, с одной стороны, это когда со стороны смотришь, ну, как дура на самом деле, да. Я сейчас иногда думаю, как я это сделала. Вот точно
также у вас сейчас столько информации, у вас столько возможностей, я не знаю, что вы ждете, кого ждете, да, у вас это время, которое вы теряете, очень драгоценное время. Поэтому не теряйте время, начинайте сейчас работать, сейчас двигаться, потому что когда у нас маркетинг закроется, у вас будет тогда очень большое сожаление, что вы не начали сейчас и просто спали, потеряли свое время, которое вы должны были это сделать. Точно так же, когда мне открыли офис, у меня появилась уверенность, я вообще начала всем говорить про это. За 50 дней стала первым акционером Казахстана. В час обед я стала акционером, до 9 вечера мне упало 72 тысячи тенге, это примерно, скажу вам, $130–140. Я была в восторге. Второй день мне упало 168 тысяч тенге, это в долларах где-то $350, да. Третий день 268, это в долларах где-то $700–800. И вот так каждый день. И самый большой доход это было 1 420 000. Это примерно, скажу вам, $1600–1800 в день. И когда я стала акционером, многие сетевики мне писали, что я ошибаюсь, что я неправильный выбор сделала, что я, суть еще не поняла, что у нас в Казахстане именно систему Marketplace никто не поймет и не узнает, что такое дивиденды. Я говорю, хорошо, я с ними говорю, хорошо, это ваше мнение, но мое мнение не так. Вы завтра, когда увидите в эту компанию, когда посмотрите через 3 года, да, как мы будем зарабатывать, вы будете просто сожалеть. Я просто всем так говорила, и все. Я верила и начала работать. И многие сетевики просто просили у меня доход каждый день, ежедневный доход. Сегодня поступление, вечером я им отправляла в личку, да, завтра еще. И вот так у меня некоторые сетевики с разных компаний просили 7 дней, 10 дней, чтобы я им отправляла. Я им отправляла, и они удостоверились, потом они начали уже подписку делать у нас, и перешли в нашу компанию, и начали работать. Аллаху шукр, сейчас они уже у меня директор, одна звезда есть, которая также перешла в нашу компанию, уже семейные пары, которые стали акционерами, да, у нас сейчас уже в Казахстане 19 акционеров есть. Я не жалею, что я выбрала эту компанию, что я 8 месяцев дома сидела. Спасибо Аллаху за то, что дал мне такую компанию, стать первым в Казахстане, и такую возможность дал, что столько миллионов людей, столько сетевиков в Казахстане, но этот опыт пришел ко мне. И благодарю вьетнамца, который хоть мимолетное видение, один день, хоть он мне показал, что такое маркетплейс. Если бы я тогда, вот знаете, когда про это маркетплейс услышала, я тогда думала, вообще это реально или нет? И я сейчас убедилась, что это реально, понимаете? Потому что сейчас у нас, например, работает Лимон всего лишь в одном городе в Кыргызстане. Один город в Кыргызстане, в Бишкеке только работает тестирование, да, другие кыргызстанцы еще не закупаются товарами. И благодаря только вот тестированию Бишкеку, да, сейчас 19 акционеров мы получаем дивиденды. Да, не такие большие деньги, но если даже вот так посмотреть, деньги просто так не получишь, даже ваши родные. В день вам даже 500 тенге просто так никто не... А здесь у нас каждый день поступление, каждый день. Там смотришь, там копейки, 43, 2, 12, 15, да, и вот так поступление, и каждый день все больше, больше, больше. Теперь представьте, завтра начнет весь Кыргызстан работать, потому что я разговаривала, у нас была, вчера у меня с ними разговор был, и они говорят, сейчас они по всему городу едут и объезжают, и все города сейчас они ищут магазины в центре города, которые будут открывать Лимон. И по всем городам Кыргызстана будут открываться все магазины, гипермаркеты Лимона. И представляете, это как-то там оборот бешеный будет, да? Точно так же у нас в Казахстане будет по всем городам открывать. В России также, да, сейчас у них проверка, пусть проверку пройдут. У нас тоже была проверка. Не думайте, что у нас тоже все вот бац было. Нет, когда я начинала, через 2 месяца, когда я стала акционером, когда шуметь начинается, всегда проверка приходит. Поэтому это нормально, просто надо вытерпеть. Знаете, когда началась проверка, у нас проверка была, наверное, 3-5 месяцев. И у нас тоже все счета закрыли. У нас тоже вообще
ну, можно сказать, кислород закрыли, да, и многие лидеры, я вам сейчас еще раз говорю, многие лидеры казахстанцы вот в тот момент ушли с Лимона. Многие сказали, все, уже все, ее не откроют, если даже откроют, она не сможет работать. Многие ушли, но я осталась. Я опять же говорю, я осталась. Я говорю, вы до сих пор не поняли суть, вы до сих пор смотрите, как на сетевую компанию, говорю. Нет, пусть проверка будет проходить, но меня же никто за руку не держит же, да. Я начала работать через Кыргызстан. Я все равно всем объясняла, всех подписывала. Подписку я делала через Кыргызстан. И также мои лидеры, мои люди, которые мне поверили, они точно так же работали через Кыргызстан. И благодаря этому, пока нам все счета открыли, я уже стала директором одной звезды, у меня столько-то акционеров вышло, да, мы работали через Кыргызстан. И я сейчас всем россиянам, когда ко мне звонят, я всем говорю, не теряйте время. Если даже в Казахстане, если бы вообще закрыли бы, да, эту компанию, я бы все равно работала бы через Кыргызстан, говорю. Потому что это же сайт, это же онлайн-сайт. Вот сейчас вы, например, онлайн везде заходите, ну, если ее даже в Казахстане нету, этого проекта, ну, вы же через онлайн, например, да, сейчас, например, у меня есть подруга, которая все заказывает в Америке. Через Америку витамины всякие, да, одежду, бренды, она все заказывает через Америки. Но у нас ее вообще нету в Казахстане, и в СНГ ее нету. Но она говорит, ну мне нравится, я через сайт нашла, я заказываю через почту, получаю, там плачу доставку, нормально все говорит. И точно так же, мы же также тоже можем работать. Почему мы смотрим на проверки какие-то, да? Она всегда была и будет, потому что там, знаете, по-другому уже сфера идет, да, государство. Поэтому, если бы даже Казахстан не открыли, я всем говорю, я все равно буду работать в этой компании и буду работать через Кыргызстан. Точно так же и всем россиянам сейчас говорю, если даже всем узбекистанским людям, если даже у вас пока не откроют, пожалуйста, не надо ждать, когда проверка пройдет, не надо терять свое время, работайте через Казахстан, вам наставники будут помогать. Да, там перевод делайте международный, да, через Золотую Корону сейчас нам делают. Люди собираются, 10-15 человек деньги собирают, отправляют своим наставникам. Они здесь через счет на оплату в Казахстан отправляют, также вас подписывают, и вы можете просто у себя там в стране сидеть и стать акционером, но зато смотрите, когда весь Кыргызстан запустится, магазин откроется, весь Казахстан откроется, магазин запустится, бешеные миллиардные товарообороты, вы, сидя в Узбекистане, сидя в России, даже если она не откроется, а как акционер будете получать дивиденды. Это возможность классная, ее не надо терять. Я вот так с ним говорила, если даже Казахстан не откроет, я буду у Кыргызстана получать дивиденды и раздавать кыргызстанские ссылки всем казахстанцам или там россиянам, и они будут получать там, покупать товары, а я буду просто как акционер получать свои дивиденды. Когда вот это слово некоторые услышали, они просто тоже начали работать. И сейчас стали акционерами, да, эти люди. Точно так же я всем говорю, не надо терять время. Это ваше время. Поэтому сейчас надо двигаться, сейчас надо начинать. И вот сейчас, например, Кыргызстан работает, завтра весь магазин, когда откроется у них, представляете, если даже в день будет продаваться 2 миллиона штук товара, я скажу просто, я не буду говорить там сверху, сколько там товарооборота, нет, просто 2 миллиона товара. Кто-то там купил колесо для машины, да, кто-то купил там одежду, кто-то хозтовары, кто-то прокладки, колготки, да, все покупают свои товары, мы, сидя в Казахстане, 19 акционеров, будем получать дивиденды. Если в Кыргызстане за один день продастся 2 миллиона штук товара, я не буду там считать 49% дивиденда, а так мы, акционеры, будем получать 49% получаем. Нет, я не буду это считать, я просто логически вам считаю 1 тенге, 1 рубль, вот так скажу, да, просто 1 тенге. Теперь смотрите, завтра в Кыргызстане в один день, если продастся 2 миллиона штук товара, там может быть карандаш, который стоит 10 тенге, да? Там может быть прокладки, колготки, трусы, носки. Там все есть, все. Люди покупают товарами, 2 миллиона штук товара. И понимаете, и 2 миллиона штук товара люди покупают, и просто нам падает акционерам с каждого товара 1 тенге, 1 рубль. Вот так посчитайте просто. 2 миллиона тенге будет падать в день от товарооборота, который люди будут закупаться товарами. А у нас же не 1 тенге, у нас же 49% дивиденда. Это уже бешеные деньги. Поэтому почему президент говорит, кому не нравится, кто не хочет, не надо их умолять. Пусть уходят. Кто не, вот даже некоторые говорят, верните мои деньги, я хочу уйти, все.
Да ради Бога, пусть уходят. Мы даже не держим, понимаете. В сетевых компаниях мы за ними ходили, мы их умоляли, чтобы они не делали возврат, чтобы они не уходили от нашей компании. Здесь нету такого, потому что здесь есть лимит. Я всем говорю, даже встретилась недавно с лидером, да, и она мне говорит, короче, ладно, Назин, я к тебе приду, говорю, подпишусь, команду буду перевести к вам, но у меня есть условия, ты мне будешь одну ветку делать, говорит. Ну, 2 ветки же, да, у нас тоже. Одну ветку будешь делать. Я говорю, я не буду делать. Ну, я тогда не приду. Я говорю, да ради Бога не приходи. Я говорю, хоть какой ты лидером не была бы, говорю, с тобой, без тебя, сколько там 1000 людей надо. У меня временный маркетинг, говорю, я с простыми людьми это соберу, говорю. Здесь нету, чтобы с лидерами умолять ходить за ними, потому что здесь вы не делаете ни PV, ни CV нам каждый месяц, активации какие-то, да. Мы не здесь подтверждения не делаем, чтобы за вами ходить. Поэтому вот здесь поймите одно. У нас временный маркетинг с своими лимитами, который, когда мы соберем этих людей, у нас просто не будет маркетинга. Мы не будем дальше собирать. И тогда мы это без лидеров спокойно можем собрать. Это 100%, я говорю. Поэтому здесь очень налегке можно спокойно работать. И здесь нету такого, что мы делали там подтверждение какой-то, личнику привязку, чтобы мы какие-то активации делали, да, как сетевой. У нас нету никакого минуса. Вы один раз подписались, за это вам дали продукцию, подарки, да, получили, вы уже на воздух деньги не отдали. Во-вторых, партнеры, у них преимущество оптовика. У вас цены будут ниже, чем у тех людей, которые будут покупать по ссылке. Это второе. Третье, преимущество ссылки. Вот это самый дорогой, который Вьетнаме сказал. Преимущество ссылки завтра. Те люди, которые вообще никого не подписали, те люди, которые вообще не хотят приглашать людей, я примерно говорю, да, которые не хотят стать акционером, если им даже не интересно, вы все равно здесь в плюсе. Почему? Потому что вы будете завтра раздавать свои ссылки, раздавать своим людям. Вот тему Пиндода мы же раздаем всем, но за это нам 1 тенге даже не платят. Но мы все равно ее раздаем. Точно так же завтра вы тоже будете раздавать ссылки. Те кабинеты, которые за 504 куплены, они будут с 3 уровнями получать свои дивиденды, да? Скажем, от ссылок проценты бонусных хэшбэки. И здесь вы можете даже в день, может, первое время там 2000 тенге, 500 тенге, да, 5000 тенге, но потом вы в день будете зарабатывать 20-500, смотря от раздачи ваших ссылок. Это же классно. Кто вам даст просто 500 тенге? Вот позвоните даже своему родному сыну, скажите, ничего не знает, ты мне каждый день будешь просто так ложить 500 тенге. Никто вам не будет так ложить. Может, первое время положит, потом нет все равно. А здесь просто так, понимаете, люди просто закупаются товарами, а вам падают от ваших ссылок классные процентные хэшбэки. А те акционеры, которые сейчас уже стали акционерами, у них вообще супер. Я вам скажу, да, мы даже вот примерно президент никогда посчитал, мы с ним когда разговаривали, в день минимально, у нас через 2 года, да, как вот это раскрутится проект, через 2 года каждый акционер в день минимально будет получать $2000. Минимально в день, не в месяц. В день. И самое главное здесь, смотрите, мы не делаем активацию, мы не делаем PV-CV, мы никого не приглашаем. Мы просто, сидя на диване, зарабатываем очень красивые деньги. Ну, в данный момент я уже зарабатываю, да, через Кыргызстан. Я уже получаю дивиденд как DSSD. Понимаете, здесь в статусе даже очень большая разница коэффициента. Например, сейчас с Кыргызстан тестированно работают, продают, покупают товары, да, у них. Акционеры в день, примерно скажу, да, акционеры в день получают, скажем, там, 5000 тенге, примерно скажу, 5000 тенге, да. У меня же муж директор «Одна звезда», я специально его кабинет смотрю, да, он будет получать в день 18 тысяч тенге, примерно. Я, как 2 звезды, в день получаю 40 тысяч тенге. Смотрите, между нами какая разница. Очень большая разница. Поэтому тоже квалификация очень важна в этом, да. Но если даже вы просто станете акционером, это вы миллионер, вы уже на пассиве будете сидеть. Поэтому дерзайте, вот прямо сейчас надо двигаться и стать акционером. И это не очень трудно. Всего лишь $100 000 товарооборота, всего лишь. Если вы посмотрите в тех компаниях, в которых вы до этого работали, вы там делали бешеные товарообороты. Просто вы об этом не знали, потому что вы никогда не считали суммы. Вы считали что?
PV, CV, баллы. Я пример скажу. Вот, например, в той компании, в которой в сетевых вы работали, порошок, да, 1800 тенге. Сколько там PV дается? 0,10 PV. 0,10 PV, да? И вы продали с команды 5 миллионов или 2 миллиона порошка. Вы там посчитайте в тенге 1800, умножьте на 5 миллионов, там миллиарды, понимаете? Но PV, если так посчитать, всего лишь 5-6 тысяч PV. Деньги вам с чего падают? От PV. Получаете, вы будете получать. Делали компании миллиардные обороты, но вы получите 150-250 тысяч тенге зарплату. Но делали миллиардный оборот с командой. Понимаете, вот разница сетевым и с маркетплейсом у нас такая. А мы здесь, каждый человек делает обороты хоть какие, да, хоть на 200 тенге покупать, от нее мне падает 2 тенге. Эти 2 тенге мне просто так падают. И представьте, в день это столько тысяч людей закупаются товарами, и с 1 тенге можно собрать, просто я пример поэтому сказал, с 1 тенге, если в день продастся 2 миллиона штук товара, в день я буду получать хоть по 1 тенге 2 миллиона тенге. Это 5000-4000 долларов. Понимаете, это же классно. Поэтому вот суть поймите, вы не в сетевом, здесь временный маркетинг. Просто чуть-чуть похож на сетевой, потому что временный маркетинг у нас есть, но она временная. Вот сейчас даже многие бизнесмены, вот вчера у меня разговор был тоже с российским, с мужчиной одним, он говорит, я могу сразу 100 тысяч долларов просто вам отдать и стать акционером. Мы тоже так могли сделать, но мы это не делаем, потому что это для простого народа, а не для бизнесменов проект. Мы специально вот так, работая, приглашаем людей, и если сейчас мы добавим такого одного бизнесмена, он завтра добавит 100 бизнесменов таких, и у нас просто лимит закончится. Поэтому мы так не делаем, понимаете? Мы хотим, чтобы люди работали, и чтобы те люди, которые работали, вышли на акционерство своим трудом, как я это делала. Понимаете? И поэтому, а так, если бизнесменам сейчас отпустить таргет-рекламу для того, чтобы люди, бизнесмены могли сюда инвестицию делать, да, многие согласятся на это. И очень просто и легко. Потому что 50 миллионов тенге – это не такие большие деньги. Это всего лишь, вот так посмотреть, всего лишь у вас ВКонтакте там 1500, да, человек, да, из них 26 человек просто подписать. 26 человек. Ну, у вас же много людей. И эти 26 человек, если подпишут по 10 человек всего, вы акционер. Разве это трудно? Нет, не трудно. Не надо считать 100 тысяч долларов, 50 миллионов тенге, не надо считать. Потому что когда вы считаете вот этот 50 миллионов, у нас же в кармане ее нету, у вас же ее дома нету, поэтому это кажется, для мозга это очень трудно, сразу скажу. Вы делаете работу удобно для своего мозга, тогда работа быстро проходит. Вот смотрите, если сейчас вы скажете, мне надо набрать 100 тысяч долларов, чтобы стать акционером, или там, да, по Казахстану 50 миллионов тенге, чтобы стать акционером, мозг, она вам не сделает это, потому что вы ее в руках не держали, во-первых. Во-вторых, таких денег у вас нету, поэтому мозг на это серьезно не посмотрит, сразу скажу. Я почему логически все объясняю, потому что по логике человек более воспринимает очень легко. Я сама такая. Если мне сейчас маркетинг покажут, да, там 2 часа объясняют, я прям вот так посмотрю, логически я посчитаю, из этого маркетинга я делаю 5-минутный маркетинг. Потому что человек дальше еще ее не воспринимает. Вот поэтому я также всем говорю, просто 26 человек. Вот 26 человек, которые вас послушают, которые вы можете там, попросить, чтобы под вас подписали, да, которые вы можете, не знаю, там, объяснить через своих наставников. Всего лишь 26 человек. И эти 26 человек пригласят по 10 человек, все, вы акционер. Все. А когда вы становитесь акционером, показываете свои поступления денег, вот эти 26 человек, хоть скажете, хоть убейте их, они не уйдут. Они будут показывать вам и будут работать. Потому что они тоже хотят стать акционерами. Поэтому здесь такого трудного ничего нет. Ничего нету. Никакого минуса нету. Некоторые говорят, ой, пирамида, то все. Я говорю, ну где вы видите минус? Ну я понимаю, если бы вы просто так на 500 тысяч тенге отдали бы, вложились как пирамиды, да, наши, у нас было же такое много, и вам сказать, вот 500 вложишь, миллион отдам. Ну у нас нет уже такого. Вы подписались, за это вам дали продукцию. Вы уже не в минусе. Да? Ну да, с опозданием сейчас продукцию идут, но они будут.
Потихоньку уже всем раздает. И точно так же раздача ссылок. Вы даже завтра себе будете магазин открывать, покупать товары, ставьте магазин и работайте еще дальше. Нету никакого минуса. Я не знаю, люди откуда здесь минус находят. Вообще не пойму. Поэтому сейчас вам надо действительно работать, не ждать, когда вам что-то скажут, не ждать, когда вам наставник что-то сделает, понимаете? Никто никому не должен. Вот я многим говорю, многие подписываются, и я когда спрашиваю, вы же подписались, почему не работаете? Она говорит, ну я подписалась ради Бибат Пэй. Она меня попросила. Например, я говорю. Я говорю, ну ладно. Ну так и просто будете подписались, и все будете сидеть. Нет, она же должна мне помогать. Пусть делает мне команду. Я же подписалась под нее. Она благодаря мне зарабатывала деньги. Знаете, вот многие так говорят, мне аж смешно. Как будто, если она сейчас станет акционером, как будто половина денег будет отправлять своим наставникам. Да вы не будете это делать. И когда вы делаете вот такие ожидания у себя в мозге, я сразу скажу, у вас работа не получится. Вы не можете ни в какой компании, нигде зарабатывать миллион. Нигде. Это 100% доказано. Я никогда не включаю ожидания. Я не делю людей. Вот это лидер, вот это не лидер. Мне по барабану. Это человек, самое главное, все. Я верю себе, не этому человеку, который придет подо мной, подпишется. Нет, я верю в себя. Ни лидер, без разницы. Я просто доверяю себе, верю, я говорю, все, у меня получится. Все, я не жду, у меня нету ожиданий, потому что когда я начинаю включать ожидания, у меня начинается стоп. У всех так, у всех так. Вот даже себя послушайте, почему у вас стоп. Потому что у многих подключается ожидание. Вот она стала акционером, когда мне под меня подпишут людей, вот этот, даже ко мне некоторые, когда вот так пишут, некоторые люди, которые я вообще знать не знаю, там, в глубине, наверное, да, я говорю, ну, извините, вы если ради меня работаете, тогда не работайте, говорю, можете уходить. Не надо ради меня работать, говорю. Вы же не будете ко мне еду таскать домой, не будете же мои кредиты платить, не будете же мое обучение детей вести. Это вы ради себя должны. Я ради себя работаю. Вот сейчас в Кыргызстане, если Рахат Ханым даже куда-то уйдет, но я здесь буду. Я ради себя сюда пришла. Не ради компании, не ради там команды, не ради кого-то. Я ради себя сейчас работаю. А когда вы ради себя что-то делаете, понимаете, энергетика другая. Она прям вот прет по-другому. И когда энергетика у вас выходит, энергетика это же деньги, когда энергия у вас начинает работать ради себя, а ради себя любимого много чего идет, понимаете, а работа вообще кипит будет. А когда мы начинаем ради кого-то, там, ради команды, ради наставников, да, ой, у нас тоже, если началось, ради кого-то, когда мы делаем, у нас начинается ступор, понимаете? Просто работа не идет. И мы всегда говорим, вот компания плохая, то не сделала, вот наставник дура, вот это не сделал. Лишь бы все неправильно, кроме вас. Такого не бывает, понимаете? Если у вас что-то не получается, вам надо в первую очередь подумать о себе. Потому что эти деньги, потому что эти статусы приходят к вам. Если у вас не получается каким-то образом, значит, у вас причина. Если у вас там знакома или под вами человек подписался, она прежде вас стала акционером, понимаете, здесь она работает, она же дала вам целый объем, но у вас все равно с второй веткой не получается, значит, у вас самой проблема. Не надо искать там причину, кто-то вам что-то не сделал. Никто никому ничего не должен. Я вот сейчас наглую говорю всем это. Я тоже подписала 11 человек всего. После этого ни одного человека еще не приглашала. Всего 11 человек, и все думают, оказывается, что это все сетевики. Нет. Вот эти 11 человек, из них только одна стала акционером. Остальные все еще не стали акционерами. У всех одна ветка готовая. Но они все, знаете, когда подписались, сказали, Назир, мы не хотим приглашать людей, стать акционером, у нас не получится. Просто потому, что они не сетевики. Они сказали, мы просто хотим раздавать ссылки. Можно мы вот так подпишемся? Они просто подписались вот так и все. А сейчас они уже тоже потихоньку двигаются. Они уже тоже
сейчас делают, приглашают людей, уже хотят стать акционерами, понимаете? Потому что у меня результат. Этот результат я показываю всем, я рассказываю всем. Я 15-16 лет работал в сетевых компаниях, я никогда за наличку не покупала ни машину, ни квартиру. Потому что мы там делаем объемы, и наши деньги опять уходили в эту же компанию. И я думаю, многие лидеры это поймут, потому что они видят себя здесь. Зачем врать себе? А здесь за 4,5 месяца всего, за 4,5 месяца я купила 2 квартиры за наличку. Это очень большой для меня награда была. Я каждый день себе говорю, Аллах меня наградил за то, что я 8 месяцев не ушла ни в какую компанию. Когда была проверка в Лимоне, я сидела здесь и делала свою работу через Кыргызстан. Я говорю, Аллах меня за это просто красиво облагодарил. Понимаете, доверие, в первую очередь доверие, вера должна быть у вас внутри, а не так, чтобы мен өзімнің наставниками поверила, пусть я думала, она мне сделает. Нет, не надо верить, она кто вам? Может, у нее аппетит там 500 тысяч тенге, а у вас аппетит 5 миллионов тенге. Почему вы должны гасить свой аппетит, смотря кому-то, хоть наставнику, хоть в компании? Я, например, не смотрю на Рахат Ханым. Может, она хочет просто стать директором 3 звезды или 2 звезды. Да, я же не знаю, например. Я смотрю на себя. Может, я хочу все стать директором 3 звезды, и мне этого хватает, я не буду там 3-ю ветку свою создавать, 4-5 звезды открывать. Может, я вообще ее не буду. Потому что здесь сути такого нету. Здесь суть стать акционером. Самое классное – это стать акционером. Завтра все акционеры минимально будут получать в день $2000. В день. И тогда многие люди, знаете, будут просто жалеть о том, что здесь не работали. Те люди, которые, работая здесь, начали 2-ю компанию, те люди, работая здесь, ушли в другие компании, они все будут жалеть завтра. Я вам скажу, что все будут жалеть. Потому что в день вам 5000 тенге просто так никогда, нигде падать не будет. Это 100%. Нигде такое не будет. Хоть в сетевом будьте вице-президентом, если ваша команда уйдет или вы уйдете в другую компанию, вам за это даже 1000 тенге в кабинет падать не будет. Хоть вы там 100 миллионов людей приглашаете. Я всем говорю, даже просто так 5000 тенге в день, если будет акционером падать, это уже классно. Вы не делаете, у вас нету никаких вложений, у вас нету никаких минусов, просто так 5000 тенге. Никто вам так не даст. Поэтому это очень большая возможность. Не сидите, не ждите, когда вам кто-то сделает, не ждите, когда вам кто-то подпишет под вас людей. Это ваша энергия должна здесь работать. Потому что когда вы станете акционером, вы будете эти деньги тратить для себя, не для компании. Вы же не будете, вот я стала акционером благодаря компании, давай я буду ему там куплю машину или там офис буду оформлять, свои деньги буду платить за это. Нет, никто это не делает. Никто не скажет, даже вот акционером стать, никто не скажет, давай я своему наставнику каждый день буду в день торт отправлять. Да нету такого, даже месяц нету, да? Почему? Потому что каждый работает для себя. И вы должны также понимать, когда вот это понятие у вас будет, у вас работа будет идти. Потому что ради себя тело будет работать. Ради себя мозг будет делать то, что вы думали, что не сможете. Поэтому сейчас надо начинать действовать и работать. Давайте, у меня Аузашар вечером, мне в гости надо еще вопросы будете задавать, а то я буду весь день говорить, хоть 5-6 часов. Откройте микрофоны, вопросы задавайте, кому что непонятно, какие негативы, какие позитивы у всех. Если что непонятно, извиняюсь, потому что 99% я веду Zoom на казахском языке, на русском очень редко. Было, что я 10 дней подряд вела на русском языке, что у меня привык, я потом на казахском толком не могла говорить. Оказывается, и такое бывает. Поэтому, если что-то неправильно сказала, извиняюсь. Добрый день, Назым. Здравствуйте. Да, я с Астаны, Казахстана, хотела задать вопрос сізге. Она Россияны қалай можно подключить? У них WhatsApp не работает. В России WhatsApp не работает. Как их привлечь? Еще раз вопрос.
в России WhatsApp не работает. Да. У них работает Facebook вроде. Ну, не знаю, наши подписывают Россию, еще как подписывают. Не Нормально. знаю. Товары отправляем через поезда, через почту отправляем, через самолеты передаем. Нормально отправляем. Не знаю, WhatsApp не работает. Вот я Там это- Макс есть, программа есть, Макс, скачайте, хорошо работает. Через Telegram можно. WhatsApp, если в Вот, России поменять да, язык через на Telegram казахский, наши работают. да, ссылку дадите, как скачать или как там, что там, просто программа. через Google вы скачайте приложение Макс и все. Или попробуйте, если у вас в России эти люди есть, пусть они язык на казахский поменяют на WhatsApp, и тогда тоже возможно. Я с братом так разговариваю. Он с России, он язык поменял, и мы Ну, все, прекрасно насчет... с ним. Рахмет. Мгм. Можно, Всё, можно чат отправите? да, вопросы? Ага. Хорошо, давайте. Назим ханым, можно вопросы задавать? Конечно, Сұрақ қоюға задавайте, бола я ма? жду. Так, Болады, болады, қойыңыз. 26 адамды бір адам жазу керек па? Соны не поняла. Жоқ, қараңыз, сіздің екі аяғыңыз бар, да, Аха. апа? Енді сіз Иә, иә. келесіз. Девочки, на мысалы, русском білмейміз ғой, говорим. кім қалай жазып кететінін. Мен На өзім Орысша айтып ет. вопрос был задан. Если 26 человек, это я лично должна приглашать или всей командой? Можете всей командой. Например, у меня 2 ножки, я подписала всего лишь 2 человека. Все, 2 человека. Третий, четвертый я просто вниз отдавала, да? Точно так же вы можете подписать 26 человек, под друг друга они по-любому поступят. По-другому она не получится. Смотрите, 26 человек, вы уже заработали 1,5 миллиона в тенге. Уже заработали. Благодаря этим 26 человек, да? За реферальный бонус. Плюс еще эти люди, каждый по 10 человек, если пригласят, вы становитесь акционером. Без разницы. Вы можете 2 человека подписать, эти человек могут там по 10, по 5 человек. Главное, я пример говорю просто. А-ветка у вас 13 человек, у кого сейчас команда есть. А-ветка 13 человек стоит, да? Б-ветка 13 человек у вас уже есть. Теперь вы этим людям просто можете позвонить, сказать какую-то акцию дать. Например, у меня есть партнеры, которые сделали акцию. Кто подпишет по 10 человек, я им дарю золотое кольцо. Кто подпишет по 10 человек, я им дарю какой-то там спа-центр, что такое, да? И люди на это работали. И вот так у меня вышло, наверное, 4-5 акционеров у меня так вышли. Хорошо, поняла. Как же вы можете? Благодарю вас. Потому что она у каждого человека должна быть своя выгода. Если даже вы открываете магазин, вы же там вложения делаете какие-то. Правильно же делаете? Точно так же. Гипермаркет «Лимон» – это ваш магазин. У вас, у каждого сейчас есть свой гипермаркет. Как вы там будете оформление делать, какой дизайн, сколько вы деньги вложите, это опять же ваше право. Хотите без вложений, черновой открывайте свой магазин. Да, это ваше право. Но я просто пример говорю, что вам удобно было. Для своего магазина, например, я бы сказала вот одному человеку, если ты 10 человек подпишешь по 504, я тебе дарю золотое кольцо, да, или путевку в Турцию. Но зато я становлюсь акционером. Я, да, может, первое время там я свои деньги буду вытаскивать, но зато у меня будет пассив после этого, понимаете? Вот магазин, вы же первое время тоже делаете вложения, но потом через год она же дает свои плоды или не дает, гарантии нету. А здесь то, что хорошо, она будет давать плоды. Потому что люди уже работают, здесь уже есть 40 тысяч партнеров, которые уже работают. И они будут все равно закупаться товарами. А когда они будут закупаться товарами, вам будут поступать дивиденды, как акционеру. Поэтому вот эти бизнесмены хотят сразу деньги вложиться и сразу стать акционерами. Они тоже не тупые, они все это уже раскусили, они знают про этот проект, потому что за границей много кто отдыхает, которые бизнесы ведут, они многие знают про проект маркетплейса. А запись есть будет? Еще какой? Да, сказали будет. Еще какой вопрос? Рахмет сізге. Задавайте вопросы.
Вот Zoom для того, чтобы вы мне задали вопросы. Сейчас вот Нет, телефон всё бросаем, понятно, потом понятно. начинается в личку вопросов очень много. Всё Задавайте очень понятно. сейчас, да, все здесь партнеры. Хоть какие негативы рассказывайте. Будем над этим работать. А не так, внутри, чтобы держать, потом, чтобы в минус уходить. Назем, добрый день. А в Киргизии когда откроется уже официально Лимон Молл? Официально у них уже открыто, они уже закупаются товарами, там покупают в Бишкеке, поэтому нам поступают дивиденды. А официальное открытие будет в мае месяце, потому что сейчас у нас проходит акция же 2 месяца, март-апрель. Из-за этого март-апрель, кто выйдет уже в статусы менеджеры и акционеры, они все в мае поедут в Кыргызстан, и там будет составляться через нотариус договора с Кыргызстаном, будем еще на договор садиться. Это все мы будем показывать, многие будут на свои сторисы ставить, поэтому сейчас надо стать акционером за 2 месяца, лучше сразу становитесь и вместе с нами поедете в Кыргызстан и своими глазами все договора будете читать и открытие маркетплейса. Там многие товары будут в наличии, всем будут показывать, мы тоже будем снимать на видео. То есть получается сейчас в Кыргызстане только Бишкек работает, да? Только Бишкек, один город. Я почему говорю? Работает только один город, но мы, 19 акционеров, сидя в Казахстане, получаем от них дивиденды. Ну пусть даже в день 2000 тенге. Мне Но никто просто ее не даст. Кыргызстан еще тоже могут покупать наши VIP-карты, да? Ну, то есть они могут сейчас Да, Кыргызстан у них еще подписывать. маркетинг работает, да, но после открытия маркетплейса, наверное, маркетинг у них уже остановят. И ссылка еще у них не открыта, да? Ссылка у них будет открыта, им дают, наверное, 100 дней, но они могут только раздать в Кыргызстане. В Казахстане их ссылка не пойдет. И в Россию, в Узбекистане они не могут отправить. Ссылка работает только в территории Кыргызстана. Сейчас для них только так открой. Потом, когда Казахстан, у нас маркетинг закончится, когда мы тоже начнем ссылку раздавать, мы тоже не можем раздавать в Россию куда-нибудь, пока вот так. И в России так. Но потом уже СНГ, когда весь маркетинг остановится, уже мы можем по всему СНГ друг другу показывать эти магазины. Но там своя система работы есть. Мы про это все будем рассказывать в мае в Кыргызстане. Официально все будем рассказывать. ПВЗ, чтобы открыть, какие проценты, для чего ПВЗ, как открывать будет, первоначально сколько надо, какие проценты будут заплатить, вообще выгодно ли ПВЗ. Вот это все тоже будем объяснять там же. Просто почему я спросила, говорили же, что только до марта можно подписывать в Кыргызстане, а потом у них закроется маркетинг, поэтому я спросила. То есть можно еще в Кыргызстане подписывать или уже нет? Можно подписывать. Смотрите, если даже Кыргызстан закроют, вот смотрите, завтра их когда закроют, вы думаете, они будут сидеть? Нет, потому что там есть люди, которые, там, может, 20 тысяч не хватило, да, для акционерства. Они, конечно же, сразу полетят в Узбекистан, в Казахстан или в Россию, и там же будут работать. Сейчас уже там 5 акционеров находятся в Узбекистане и подписывают людей там же работать, потому что они уже заранее на это готовятся. Сейчас у нас некоторые в Казахстане ходят, тоже подписывают людей. Например, завтра Казахстан закроет, я сейчас уже готовлюсь на это, потому что столько акционеров у нас уже в Казахстане есть, да, я тоже хочу дальше продвигать. Казахстан, если маркетинг закроет, я тоже полечу в Россию, наверное, там на 2 месяца и буду лежать там работать, или в Узбекистан полечу и там буду работать, или Таджикистан, буду новый город открывать, новую страну открывать. Узбекистан уже тоже официально открыт? Официально по документам открыть, но официального открытия не было. Потому что мы там планировали же открытие делать в марте, но насчет проверки России мы все это приостановили. Очень много денег уходит сейчас в Россию. Очень. Не буду называть сумму, но очень. Ну, а если в Узбекистане, например, узбеков подписывать, то они как, тоже через Казахстан проплаты делают? Да, мы сейчас подписываем. У нас уже в Узбекистане есть статус менеджер, слава богу, у нас там работают, классно. У нас даже девчонки сейчас туда уехали, там поработали, наверное, уже приехали.
Лидеры уже езжают и работают. Сейчас кыргызстанцы тоже находятся в Узбекистане. Подписывали, они там уже, наверное, месяц. Работают тоже. Статусники открываются, 5 дистрибьюторов у нас есть в Узбекистане. Мы им говорим вот так. Зачем вам товар? Уже столько лет в сетевой товары, наверное, все заполучили уже. Зачем, говорю, становитесь акционером. Пока вам откроют этот маркетплейс, зато вы будете получать у нас в Казахстане, с Кыргызстана весь дивиденд, говорю. В день, даже если даже $200 в день. Кто у нас? Это же классные деньги. Поэтому надо сейчас вот России, если вы в России живете, вам надо начинать прямо сейчас. Если здесь есть российские партнеры, начинайте. Отправляйте деньги через Золотую Корону. Можно, как рабочие отправляют нам, можете через международные переводы. Везде можете. Я вот хочу, Зато станете акционером. Назин, я хочу вот добавить насчет России. Недавно у меня подписывался человек с России, она мне на Каспи отправила деньги по $504. Но я хочу сказать, можно отправлять с России, да, но надо отправлять $510, потому что $6 уходит на конвертацию. И так без проблем. Она со своей карты мне на Каспи отправила, а я Да. купила внутрянку, и мы так оплатили. Вообще проблем нет. Нет, мы также и отправляем, я же сразу говорю, сразу сказал, что можно просто международным переводом. Там вообще трудно ничего нет. Так Узбекистан точно так же делает. Там удерживается чуть-чуть, там 1800, что ли, тенге или 2000 тенге, все. Но зато они подписываются, работают и людей отправляют. Мы им делаем подписку, мы им помогаем, отправляем товар. Ну, в Россию можно отправить товар, а в Узбекистан пока нельзя, потому что там насчет товара очень сильно проверка идет. Поэтому сейчас мы сразу им говорим, узбекистанцам, вы хотите стать акционером, пока поработайте без товара. Например, мне товар вообще не интересен. Еще какие вопросы? Ну, получается, например, если узбекистанцы сейчас начнут работать, все равно потом, как откроют, им товар выдадут же. То есть просто они его позже получат, Конечно. получается. Да. Например, у меня есть акционер, который сейчас Узбекистан начала, она продвигает, у нее статусники уже появились, классно работают. Она все товары заказывает в Алмату и у себя во времянке все это собирает в коробке. Когда вот Узбекистан откроет, она через газель хочет отправить туда все. Можно и так. Пока у себя будете собирать, потом отправите. Можете собирать. Можете просто не брать, а потом, когда откроете. А Грузия будет? В Грузии у нас есть некоторые люди, подписчики, но в Грузии пока после СНГ. После СНГ, СНГ пока продвинуть, все это сделать, где-то, наверное, 3 года уйдет, сразу скажу, да. Но если точно так же, это всех касается. Например, у нас есть акционеры в Ирландии, да. Она же тоже сейчас директор одной звездой стала, она сама живет в Ирландии. Есть в Америке, которые подписываются. Я же говорю, вы можете, это онлайн-проект, вы можете везде подписывать людей через нас, да, и также работать, и стать акционером. А не ждать, когда вам откроют в Грузии. Когда... Например, Монголии нету, но в Монголии у нас тоже сейчас поток подписки идет. Ну, я им сразу говорю, после СНГ вас откроют, но мы им товар отправляем через вот эти автобусы. Можно отправить. Точно так же, вы везде можете работать. Еще какие вопросы? Вот. Назым ханым, здравствуйте. Получается, акционером, чтобы стать, сколько долларов надо? Просто карта вот эта за бронзовая карта, да? $100 000.
Чтобы стать акционером, у вас А ветка должна быть 50 тысяч долларов, Б ветка 50 тысяч долларов, все. Без разницы, Это вы с командой. пригласили. Это Это или с перед, командой, да? или сверху упал. Главное, оборот. Команда, это Это все с командой. Все, спасибо за информацию. Это Ақтау Так, города. қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар. Ақтауға барам, Алла қаласа. Назия ханым, саламатсыз. Меня слышно? Да, слышно. Да, хорошо. Это я, Алмагуля, со Астаны. Назия ханым, вот вы про Монголию сказали, что там активно идет подписка, все, да? Вот у меня тоже человек с Монголии, вот сейчас приехала в Астану. Там тоже через Казахстан, значит, подписываем, да, Монголию? И доставка товара, значит, сами будем осуществлять, сами заниматься этим? Или со склада будет напрямую отправлять? Нет, напрямую никто не будет отправлять, потому что разрешение не дали. Они же не собираются Монголию открывать. Из-за этого это мы хотим сами открывать ее. Поэтому мы сами отправляем. Вот, например, когда Казахстана не было, я всем товар через Кыргызстан брала. Всей команде я через Кыргызстан брала, потом раздавала. Точно так же, это такая же работа будет. Но зато она будет первым акционером Монголии, первым акционером Грузии. Угу. То есть, получается, я. я здесь товар сама со склада беру, потом сама в Монголию отправляю. Да. Угу. Угу. Хорошо, рахмет. Угу. Что еще надо узнать? Надежда ханым, рахмет сізге, что вышли в эфир, как говорится, всех смотивировали. Хотя мотивация есть у всех, конечно, внутри, но все равно от вас услышать это, как все создавалось, как вот это все, это всегда очень интересно. Рахмет сізге. Я сіздерге де көп рахмет. Уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Осы кезден қолға алыңыздар. Бұл қазір сияқты да, ертең лимит бір уақытта ғой. Бір 4-5 компанияның мықты бір лидерлері келсе, лимитті де толтырып тастау мүмкін. Сондықтан осы кезден қолға алыңыздар. Всем спасибо за конференцию, за Zoom, да, которую мы сейчас встречаемся. И давайте всей команде спасибо за то, что благодаря вам мы тоже стали акционерами. Я бы хотела, чтобы нас было очень много. Хотелось бы, чтобы первый Россия акционер был в моей команде, первый акционер Монголии тоже был в моей команде. Поэтому давайте, дерзайте, будем подписывать, работать и становиться акционерами. Все, жақсы сау болыңыздар. Ураза қабыл болсын, рахмет. Большое спасибо. Спасибо большое. Девчата, я смотрю, запись есть, скинете в чаты, хорошо? Да, пожалуйста, запись. Пожалуйста. Да, потому что у нас многие не смогли зайти, время рано было.